Доброе утро, друзья. Свежий, пасмурный осенний денечек. Выскочил, ребят, сегодня на тихую охоту по грибы. Все же жду, ребята, боровиков. Что-то сегодня не вылазят. Такие туманные уже ночи. Днем пригревает солнышко еще 20+. А ночью до 5 градусов прям. Такие перепады холодные. И вот туман, что ни на есть прям. Но его пора. Володя идет в поезде. Вчера выехал с Красноярска. 4 дня ему добираться. Соответственно, потихоньку идет подготовка к налиме экспедиции. Поедем, поживем, попробуем порыбачить налима. Воды как будто бы и нету, но она уже остыла. Налим должен уже шевелиться. В общем, жду. 4 дня в поезде, тоже своя, конечно, канитель. Но мы не спешонько, потому что время позволяет. Приедет, день отдохнет, съездим за грибами, погуляет по лесу. Вечером баня, спокойно. А потом уже сборы. Ну и как бы с корабля на бал тоже это то еще занятие. В общем, ребят, погуляем, что по беломошничку. Найдем, может, кого. Все же боровичков хочу, красноголовиков, да, пруди. Очень много, можно ехать, собирать. Кстати, видите, за мной, ребят, опять пестерочек. Как рюкзак, так и... не знаю, посмотрим, что. Я на мотоцикле, соответственно, как бы мне здесь перескочить в другой бор не составляет труда никакого. Можем что и подсобрать. Все-таки осень, ребята, ждешь ее эту пору. Она пролетает тоже махом. Как будто бы и домой уже собрали грибов. А так, на про запас. В нашей семье появился ларь, ребята. Кто не знает, это большая морозилка. Соответственно, как бы сейчас можно заготавливать. Кто-то в гости приедет, там 5-10, достал, угостил людей. А то как-то несерьезно. Эти маленькие морозильники. Вроде можно и заготовить, как бы, а ложить некуда. А в деревнях это как бы несерьезно. Ну, у нас лично дома есть морозилка небольшая, плюс холодильник. А вот у мамы в деревне вот небольшая морозилка, 3 контейнера, ну, которые там, женщины меня поймут, одна зелень, одной ягоды там замораживаешь, ту же клюкву, как бы, ну и остается вот, если не под рыбу, там что-то под какие-то пельмени и так далее. Короче, ребят, посмотрим, погуляем. Что-то разговорился. Вот срезы боровиков. Ну, опять же, понимаю, что выхода нету. На рыбалку после приезда, ребята, так и не ездил. Да и нет желания просто. Я просто понимаю, что сейчас мы опять на неделю заедем. Откуда сил брать? Времени. Надо тут немножко повозиться. Видосы смонтировать. Я просто понимаю, что как там, таких поклевок не будет здесь. Хоть ты что там делай. Просто не будет. Ну, мы пойдем монотонно. Налим Никодим. Сами, ребята, знаете. И просто набредаю на такого кабана. Как такого могли пропустить, ребята? Ё-моё. А мы были здесь, когда я приехал 4 дня назад с дочкой, с мамой. О, какой монстр. Монстрило просто. Так. Достану ножик, может и чистый.
Может, на сушку заберу. Ну, такого только сушить, что. Понятное дело. Сейчас зафотаюсь, ребята, если вы не против. Вот так чисто. Так, что тут у нас? Ну, мягкая нога. Нога явно мягкая. А тут чисто, ребят, смотрите, как я вам и сказал. Получается, вот это убираем. И вон, чистый боровик, нормальный. Правда, такой сразу, бац, на дне. Ну, заберем что? Боровик можно слайсами нарезать и засушить. Как раз вот на сушку такие грибы, в принципе, и нужны. Ну, тут какой-то еще из тех выходов, я так понимаю, ребята. В таком месте вырос. А здесь должно их натыкано вот так быть. Сегодня ночью был дождь. Все сырое вон. Я в сапогах. Этот дождик тоже должен сказаться, потому что до этого погода хорошая стояла. Я вот еще одного, двух даже, друзья, вижу. Еще двух боровиков. Тоже такие подуставшие. Интересно. Интересно, девки пляшут. Вот, говорю, должно навтыкано быть. Какой-то вообще, ребят, о, смотрите, хана просто. Этот еще более-менее, нога в хлам, шляпка. Со шляпка чистая, ребят, смотрите. Вот убираем вот эту зелень. Можно, в принципе, сейчас убрать ее, остановиться. Ну, это когда кофе попьем, можно позаниматься. На сушку. Сушим, ребята, в бане, на противнях, на печке. Сейчас, конечно, есть всякие различные сушилки, продаются. Там и электрические, и там ветровые, там и каких только нету. Кто-то я слышал, что в духовке как-то сушат. Но мы обычно на печке, в подносах. Печку протапливаешь и все. Заходишь, а потом бывает, помню вот эти моменты с детства, сразу сейчас в голову бац, вот этот запах. В баню заходишь мыться, а там, знаете, вот этими грибами такой аромат стоит. Просто. Ну вот это чисто так, что-то сразу мне тут наплыло. После приезда еще, ребята, морда лица станка не видела у меня. Ну, борода, надо ее подстричь немножко, там, подрезать. Многие, кстати, когда сброишь, это что мне нравится, ребят, борода, что. Я в армии в свое время набрился. Что мне здесь ходить? Соблазнять, что ли, кого-то? Так что, ну, у многих просто какое-то понимание бороды, там, я не знаю, типа там не русский какой-то. Не знаю, ребят, у нас все князья, все цари были с бородами. Так что, не знаю, мне нравится. Понятно, за внешность можно топить, ребята. Кто-то худой, кто-то толстый, кто-то длинный, кто-то короткий. Как-то так. Опа. Глухарек. Глухарек взлетел, ребят. Сорвался. Видно было. Ага. Ладно, что, идем дальше, смотрим. Блин, жалко. Белых нету еще. Ну, мне кажется, вот после этого дождя сегодняшнего хороший дождик, такие лужи мощные. Должно что-то быть.
В данный момент, друзья, монтирую сейчас ролики про экспедицию на реку Печора. Уже 3 части опубликовал. Многие начинают советовать, какие приманки сейчас, ну, типа одеть. Ребят, ну, до сих пор, что ли, непонятно, что это. Как минимум, если ролики начали выпускаться, это я уже дома, я не на рыбалке. И если вы сейчас смотрите в данный момент, то это уже прошло, тем более такая экспедиция, естественно, это прошло очень много времени. Соответственно, вот эти грибы, если они будут на канале, то вы будете смотреть, не знаю, там через неделю, может через 2. Бог его знает. Так что, что уже было, ребят, то прошло. Советовать там уже нет смысла. Столько всяких, конечно, дурных комментариев. Вот бывало, называли меня там. Опа, ребятки, вот это свежак. Смотрите, какие малыши. 2 штучки на беломощничке, блин. 2 штучки, ладно, пока положу. Тема пока идет у меня. Ну, охота поговорить. Я выйду в стрим, ребята, обязательно. Все нюансы. Называли меня голодным, жадным. Ну, не знаю, там есть такие. Прям налимчика забрал там. Он заглотил, ребят, до кишков, там бесполезно. Налима, кто не рыбачил, не поймет. Это не лещ в заглоть, не ясь. У него в кишках там есть там приспособления, там земники. Ну да, ребят. Ну, налима не ловили, значит, вам не понять, как он заглатывает. Что бесполезно там доставать. Ну, заглотил, ну, забрал, что. А здесь пишут, что отписываюсь, рыбу отпускаешь такую. Блин. Вот сейчас в данный момент это вы жадный, получается, кто это писал. Да, нахапать можно было там в первый день. Но вот смысл, ребята, брать в первый день рыбу, которая, понятное дело, будет солиться. Нам еще неделю рыбачить. Соответственно, мы в первый день все забиваем. Это у нас что, тары все забиты, эту рыбу, получается, будем также будет отпускать. А та рыба солится неделю. Плюс домой. И кто не солил рыбу, наверное, не поймут, что это будет просто пересол. Ее только вялить, коптить. Даже промывка уже не поможет, потому что она за неделю так просолится. Хоть и даже немного. Соответственно, мы рыбу отпускали. Понятное дело, что мы домой взяли. Но мы взяли в последние дни, чтобы рыба была более-менее свежая. И даже сейчас мы с Ларисой готовили. По соли, да, уже, то бишь, ну, она соленая. Рыба соленая. Промывали. Ничего не солили и вот готовили. Получается. А за неделю бы было просто труба. Ну, сами надо немножко разуметь, ребят. С дуру можно, сами знаете, что сломать. А толку-то какого? Соответственно, ну, с рыбой, да. Понятно, если мы там были с какими-то там холодильниками, еще что-то там, с бочками, ну, там тоже хапать, ну, что смысл? Там в первый день, первую рыбалку, в первый день, ребят, мы уже набили просто все. Просто все. Окуней пару мешков точно мы взяли. У меня только 8 щук, наверное. Из них 3 пятерки, 1 семерка. Это только у меня. Ну и так по мелочи, я уже не помню. Так что, да, отпускали. Ну, с одной стороны, некрасиво может смотреть на эту тему. У меня, в принципе, вот эта тема всегда была так, двояко. Как будто бы отпустил, как будто бы, ну, жизнь дал. А с другой стороны, еще непонятно, в каком состоянии она, по идее. Тоже немножко рыбу травмируешь. Ну, крупная рыба жить будет, 100%. На то она и крупная. Вот. А с третьей стороны там вот
Все хапают, 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 хапают. Сетки, шметки. А потом поймать не можем, потому что рыбы не осталось. Но рыбы не осталось не только за человек, лично у нас. У нас реки обмелели. Короче, что разговорился сегодня, ребят. Давайте грибы собирать, смотреть. Опа. Ребят, стоит. Камеру включил, думаю, так пробежимся. Есть, родной. Ну, блин, со мной, ребят, не то. Нет вот этой волны. Что-то не дает ему, а? Немножко. Бах. Выскочить. Беленький. Малыши. Карандаши. Ух, нифига. Поеден, блин. Ножка поедена снизу. Набрел еще на одного, друзья. Такой. Тоже большеватенький, конечно, блин. Нога, блин. Съедена. Насквозь. Ну и здесь тоже. Нехорошо все. Это так. Вот этот выход был небольшой. Писк. А вот свежего нету. Ну я с проверочкой, что? Мне тут недалеко, ребят. Как бы выскочил, прокатился, погулял. Все под боком, как говорится. Так что я тут как бы не переживаю насчет этого, что я там уехал куда-то там, прошелся там, время потерял. Здесь все рядышком, ребятки. Мой поселок, в принципе, лесной, он начал строиться именно в лесу, грубо говоря. На болоте. Я вот знаю, что вот где у меня дом стоит, раньше там клюква была, говорят. Что-то такое даже, слухи ходят. Чтобы на болоте дом. Люди занимались лесом, строились сначала балки, потом для лесников домики, ну и потом люди начали жить, работать, соответственно, там и остались. Как и моя мама. В общем, она вот как раз с Печоры, с тех краев, приехала здесь на практику вроде столовую и осталась. Вот как-то так. Лисички, ребята, сестрички. Заберем. Они с белыми. То, что надо будет. Вот такие небольшие полянки. Вот именно у нас почему-то плохо они растут. Не знаю почему. Обычно семьями там. Ну я как бы собирал и видел. Там пятно, там пятно, там пятно. А вот именно здесь у нас почему-то хрен знает. Вот так 3-4 найдешь. Хорошо в лесу, ребята. Свежесть такая. Комаров нету, ни одной твари не жужжит. Эта пора мне очень нравится. Налим Никодим. Ух, соскучился уже по налиме рыбалке, ребятки. Соскучился. Стоит. Ага, даже два, ребятки. Даже два бродяги. Опа. О. Ага.
3, друзья. Чего себе. Вот это фартануло. Вышел тут. Думаю, так пройду. Тоже тут небольшой пятачок. Класс. Вот это классно, ребята. Боровички. Вот они вот вышли только недавно. Вообще молодняк. Молодые, блин. А уже похожи на, блин. А то, что вот тепло стояло. Сейчас похолодает. Нормально будет. Ножка хожена, под шляпку нормально. Вышел на дорогу. Крутанулся. Ну, что там? Так. Как-то. Нету еще, ребята, нету. Ну, съездим сейчас еще одно место. Там прогуляемся тоже. Тут можно ходить еще, конечно, тщательно. Ну, не вижу смысла ноги забивать. Когда он идет, да, это да, уже ползаешь, крутишься. А тут что, вот так проскочил быстро. Вот. 1-2 маленьких выросли. Их найти никто не может. Потому что грибов нету, люди не ходят. Он растет, растет, и вот такие переростки попадаются. Ладно. До мотоцикла и поехали. Алло. Вов, ну что там, как дела у тебя, родной? Нормально, Барабинску подъезжаю. Еду. Едешь, да? Ну, Барабинск сейчас. Найду на улицу. Понятно, что там? Еду потихоньку, ну. Да. Ну, 9 в Александрове, уже 10 у тебя. Угу. Ну, там, в смысле, в Сыктывкаре. Слушай, тут дело прошлое. До Владивостока, короче, неделю, слышишь, у тебя почти так же получается. Ну да. Тут ты с поезда выйдешь, так тебе еще сутки будет чух-чух казаться, слышишь? Да, ну. Позвонил Володя, едет. Блин, 4 дня, ребята, ехать, это просто труба с Красноярска. Разница во времени. Там уже 15 часов, что-то у нас 10 утра только. А что-то пока разговаривал, смотрю, белый стоит прямо с дороги. Ладно, тогда что, тут прогуляюсь возле дорожки. Ну что, дальняя дорога, вот у него поездка, эмоции, я представляю. На такую даль. Ну, захотел человек, ну, захотел, как бы. Я ни разу его не видел, ребята, особо так вот. Ну, что-то по разговору проникся, что простой человек, хороший. Соответственно, как бы эту экспедицию осеннюю решил провести с ним. А почему не завелся, ребят? Потому что смотрите, кого я увидел с оттуда. Вот такой красавец. Боровец стоит. Ну да. Тут-то еще... Да ну нафиг, блин, а. Вот это боровцы, ребята. Хорошо. Но я бы по дороге его заметил. Смотрите, какие картофаны. Это только-только поперли. И вот. Вот они только-только, ребята. Начинают. Чистые. Чистенькие. Да, малыши не успели еще очервивиться. Вот это боровички вдоль дорожки. Вот этого немножко поели. Это у нас красавчик. Тоже нога хожена. Дальше все отлично. Это кто у нас? Красноголовик, что ли, мелкий стоит? Блин, сейчас пройду вдоль дорожки тогда, что? Прогуляюсь. Посмотрим.
Они вот вдоль дорог тоже часто растут, им нравится. Света больше попадает. И вот блядство такое. Че вот это вот? Какие-то пленки, клеенки, блин. От ягодников. Пакет у меня есть. В принципе, можно собрать будет по дороге. Мусор. Такие канавки вот тоже надо не обходить мимо, ребята, смотреть. Что любят грибочки, такие места. Ага. Возле дорожки, братцы. Так, я иду, зашел немножко так. Смотрите, стоит братик. Я зафотою его. Оп. Вот он. Красавец. Что там у нас? Как там у нас? Толстоногий. Блин, а? По ноге прям. Шляпка нормальная. Ладно. Чуть по чуть вот так. Он тут кто-то срезал. Смотрите, ребята. Видите, рядышком кабанчика. Соответственно, рядом вот и вырос. Повнимательнее надо. Повнимательнее надо. Видите, ребята, я же только показал. Камеру выключаю, голову поднимаю. Вон они. Стоят. 2 штуки. Никто вас не сов... Ой, это-то вообще прелесть, блин, а. Ну, зараза, красавая. О, какой боровичок. Как в сказке, блин. Такие уже большие. Ох. Блин, а. Под ногу, блин. Ну, этот, естественно, вообще, наверное, даже, да, этот чувствуется мягкий. Оставим его. Красота. Нога валяется. А это что у нас? Не, это поганка. Я думал, боровик. Вон еще нога валяется. Здесь на склончике выходили. Кто-то собирал здесь. Ну, видите, ноги валяются. Ноги червивые. Все выбрасывают. В лесу, кстати, никого. Ни машинки. О! Ух! В коряшках. Брат. О, вот это. Там нога у него. Так, нога. Но нога мягкая. О, какой, ребят, смотрите. Боровики мои любимые. Шляпка нормальная. Шляпка нормальная. Так, ну пригорочку надо, значит, пройти. Обязательно. Небольшой пятачок. Здесь тоже частенько. Ну, тут косил, резал. О. А такого не нашли. Как такого не найти было? О, хана. Пускай перегнивает. Вот свежий. Соответственно, здесь как раз в это время он маленький стоял. А найти не нашли. В общем, 2-3 стоят. Получается, если находишь большого, то можно крутануться рядом.
посмотреть. Или срез увидел где-нибудь? Какой-нибудь старый тоже можно посмотреть. Но срезов мало. Когда волна будет, то видишь, белым-бело все, блин. Что они что лежат неделю, перегнивают все равно. И прям идешь, тут резали, там резали. Дождик заморосил. Я вроде вижу, ребята. Да, стоит очень плохой, вообще плохой, даже трогать не буду. Такой пригорок, вот под пригорком частенько тоже попадаются. Вот хочу проведать, посмотреть. Ну, что-то можно ехать в Красноголовиков, конечно, душить, но охота вот боровичков пособирать, ребятки. Сейчас что-то заходил на аналитику канала. У нас, в принципе, ребят, 100 тысяч, 102 тысячи. Всем спасибо. Пошел. Всем огромное спасибо за поддержку. Вот повнимательнее, вот повнимательнее. А аналитика показывает, ребята, 40%. 3. Да вы че? 40% без подписки, ребят, смотрят канал. Прямо сейчас, ребята, поставьте эту красную кнопку серой. Вам не сложно, а мне будет приятно. И на этой ноте 3 боровика, ребята. Первый молодой. Вообще красавец. Возможно, даже чистый. Угу. Под шляпку. Это все это тоже хожено, но как кость, нормально. Не знаю, у меня мама придирается. А вот этого я увидел, ребят. Потом, пока говорил, того возьмем. И вот видите, надо крутиться, ребятки. Вот этого я прошел бы. Того не знаю, где он там, я уже его не вижу. Нет, этого тоже не взять. И вот. Вот бы, если бы этого на него бы наскочил, того бы точно оставил. Но этого так, не знаю, увидел бы, не увидел. Обычно тоже хожу вот так, как Во! Видите, ребята? Еще один. В онлайне. Блин, не зря я мотоцикл оставил, не поехал. Блин, ну что такого будешь делать, а? Ну, вроде крепкий, блин. Ну, хожено. Не знаю, вот как потом. Там башку еще увидел. Ну, вот видите, что? 4 вроде, да? А взять не взять. Блин, на зеленке вот этой. А я там что-то по белому мошеннику кручусь. Я тоже же белый. Да, 5-й, ребят. Чистый. Вот там здоровый червь. Вот это они нам не вредители. Здоровый, когда попадается. Вон он там сидит. Вот он, видите? Он походил, дырки наделал, но это ничего страшного. А вот эти мелкие... еще один. Блин, а мы сюда не заскакивали. Потому что мы обычно там ходим, где у нас попадается, вот на белом мошеннике. Блин, смотрите какой. Да ё-моё, разбито просто все. Судьба разбита, я в дугу. Закрыта на засов железный.
Я от нее не побегу. Да потому что бесполезно. Иголки не найти в стогу. Всегда учил отец, скажи, мам. Не пожелаю я врагу. 15 струнного режима. Половину чистый, половину ухоженный. Блин, жалко, конечно. Очень жалко. Ничего не поделать. И что того мы тут 6 штук, а взяли 2 небольших. Вот, тормози, Вася. Тормози, я тебе сказал. Че, так и будем, наверное, да? Раз. Ну что, может еще посмотреть? С горочки тут все видно же, хорошо. Давай в мху, может, ты нормально будешь. Походу нет, ребята. Походу нет. Да нет. Вот эту шляпку мы берем. Могу даже показать. Видите? Видите? В мху. Так что вот как-то так. Уже понятно было, что шляпка будет более-менее. Так. Но в мху всегда были они более-менее чистые, нежели вот на таких открытых участках. Кос. Все оставил. Даже на сушку таких не взять, блин. Так, ну что. В прямом эфире, ребята, собрал. Вот этот черничник надо обязательно прошукарить, проползти. Именно вот здесь должны быть. Чернику собирали. Даже листьев нету. Офигеть, комбайном, наверное, щеркали. Видите, пустые просто ветки. Вон вам покажу. Вон, видите, все это. Даже листьев нету. Видать, комбайном как-то гребли. Угу. Грибы, друзья, просто люблю собирать. Вот, знаете, вот прям с детства вот. Кто-то знает, кто-то вот кайфует от вождения машины, там, допустим. Вот, парнишка знакомый начал заниматься металлокопом. Ну, чисто понятно, что еще и денежка. Но тоже, говорит, такой кайф, Андрюха, там, и ходишь, бросишь, ищешь, потом, хопа, нашел какой-нибудь там сигнал хороший. Кайф. От поклевки, там, кайф, от вылаживания. А вот у меня вот с грибами, ребят, вот такая система. И я вообще вот обожаю, особенно вот этих чернобровых. Прям, ну, просто кайф. Вот кайфую от этого, понимаете? Да, тоже любим готовить, кушать, но тоже там грибы каждый день есть не будешь. Но я вот прям кайфую от этого. И с детства вот у меня вот, не буду, конечно, нахваливаться, но у меня вот получается собрать их больше, допустим. Ну, еще раз говорю, я не нахваливаюсь. Просто вот люди прошлись, там говорят, нету, я там прошелся, ну, что-то нашел. Соответственно, как бы, ну, гриб идет ко мне, как будто, знаете, на удачу. Я вспомнил с детства даже историю такую. Я иду, вот, хапаю. Парнишка сзади, впереди идет. Я иду сзади, у него кашу грибы. Он идет, шибает, их не видит. Так расстроился, помню. Набрел на полянку. Сейчас покажу. Я потом обогнал его и свои грибы уже подкладывал, знаете, чтобы... Я говорю, вот там посмотри, я ему там подложил гриб. И он радостно орет, я нашел, а это я положил. Было такое дело. Ну, я набрел, ребят, вот на такого.
Красавела. Да, красавцы, но а что толку? Червивый, не знаю, пока режу, ребята, вот примерно хочу показать систему. Вот вы что-то наблюдаете? Молодцы. А я вам даже сейчас покажу вообще, ребята, чудеса. Блин. Смотрите. Их вообще не видать. 2 штуки. Смотрите, ребята. Раз. Вот видите? Их бы я сейчас хрен заметил. Вот еще один. Чистый. А, вон тут целая поляна их, ребята. Вон еще там. 2. 3. Так, аккуратно, где он? 4. 5. Видите, маленькие, а уже по шляпку. Вот они бы через 2 дня вот такие бы стояли. Но самое интересное, ребят, сейчас, если я сейчас найду его. Вот, нашел. Смотрите. Видите? Вот как такого заметишь, да? 6. И он даже уже никакой. Вот такие красавчики. 7 штучек на полянке. Конечно, такого не заметишь. Но я вам говорю, что вот так надо. Аккуратно подошел, значит, надо. Я обычно, когда режу, чищу, всегда так. У меня уже взгляд работает по сторонам. 6 штучек. Вот набелил немножко. 7. Считаю, с этим через пару дней бы они были вот такие. И когда они чистейшие, ребята, понимаете, да? Это, прикиньте, это пол ведра бы было. Вообще в легкую. Ну, тут, к сожалению, недалеко еще один малыш. Короче, ребят, что-то попахивает. Вот видите, срез старый. Рядом вот, пожалуйста, стоит. Они начинают выходить. Все-таки поперли. Потихоньку, помаленьку поперли. О, Володя приедет, я его по боровики потащу. У нас, говорит, таких грибов, Андрюха, нету. 100%. Потому что мы день будем закупаться. Надо будет с машиной что-то решать. Чтобы шмурдяком в деревню закидывали, допустим. А я на моторе попру по перекатам. Будем так делать, иначе мы не поднимемся. И, соответственно, свожу его по грибы. Пускай кайфанет. Баночки маринованные я ему отправлю домой. Понятно, что свежих он не увезет. Не довезет просто. А то, что найдем, продадим на бензин. Вот как-то так. О, краснявый стоит. Ну, пускай стоит. Зашел тут пятак такой. Ну, видите, бор как бы идет в стороне. А здесь такой черничник. Смотрите, ребята, два бродяги. Ну, чисто на фотку заберу их. На фотку. А трогать не буду. Прям на друг дружке вымахали. Ладно, парни, догнивайте. Никому вы не понадобились. И мне тоже.
Но я успел хоть посмотреть, так скажем. Начинаю спускаться. Здесь я вот так ушел. И эту зеленку я оставил. Вот сейчас продолжаю по зеленке ползти. Еще один, друзья. Красивый. Плотный. По грибам не пишите мне. Уже устал отвечать. Срезаешь, выкручиваешь, вырезаешь, выдергиваешь. Неправильно ты делаешь. Так что все равно найдется такой человек. Ну да. Когда бабушка сказала в детстве, и всю жизнь вы так делали, то вы думаете, что это правильно. Я не спорю. Фига там башка, блин, стоит. Или лежит уже, непонятно. Вон, смотрите какой, ребят. Ну там понту нету подходить к нему. Ай, какая прелесть. Ай, какая прелесть. Ну давай, брат, ты должен чистый быть. Ох, хороший. В мху. Должен. Под корень. У нас, ребята, же ведерко-то наполняется. Понятно, только шляпки. Так бы уже ведра 2 было. Вообще в легкую. Так, ну что, вышел на дорогу. Иду к мотоциклу. Есть какое-то понимание, ребят, сегодняшнего похода. Так, у нас время, в принципе, еще детское. 11 без 15. Внизу слабо. И вот бор идет на возвышенность. И вот под горой, на горе, беленькие-то были, ребята, стояли. Хоть и червивые, но они же есть. Значит, не понял. Да ладно, не понял. Два раза не понял. Я же по дороге этой заходил. Да ну нахрен. В этом червичнике, что ли? Вот видите, я даже сам их пропустил, ребятки. Ну а чё? Соответственно, на возвышенности как будто, да, что-то начинает получаться. У меня как раз есть бор. Он как раз всех выше этих боров. Ну, так и получается, потому что пойдем в гору. Мы туда съездим сейчас, ребятки. Сейчас заводимся, едем в аппендицит, недалеко здесь. Там мы смотрим. Чисто так заскочим. Я даже в аппендицит на мотоцикле заеду. Там хоть и болото, похрен. И потом на хода туда. Четко. Уже около мотоцикла. На дороге, друзья. Чистый. Правда, в песке весь. Надо будет мыть. Ладно, разберемся. Вот так вот, блин, а. Короче, потихоньку шевелится, друзья. Система начала. По дороге тоже попадается. Поеду не очень быстро. По дороге. В аппендицит заскочим. А потом ходами поедем на бор. Давай, вороной. Вот на третий пойдем потихонечку. Дорожка в аппендицит, друзья. Я неспроста остановился. Хотел заехать прямо туда. Неспроста. Потому что вон стоят. Очуметь. Вдоль дороги. Опа. Вот дорога, друзья. Идет. А вон здесь, видите,
стоят. Но я хотел туда зайти, в аппендицит. Дорога, кстати, идеальная. А тут бац, смотрите, раз, красавчик, два, красавчик. Какой-то урод бутылку, блин, кинул. Пивка. Вот так вот. Этот аппендицит никакому бору, ну, как бы не принадлежит. Тут болото и просто пятачок райский. Как небольшой борик получается. А так здесь капитальное болото. Ягоды собирают. Но бывало так, что я по 47 штук, ребята, оттуда снимал. Именно боровиков. Когда пешком все ходил, да, бывало, что ленишься далеко, потому что заходить. А сейчас на мотоцикле вообще в легкую. Смотрите, сколько, ребят, обабок, подберезовики. Вон там еще один стоит. Тыч. Так, ну что, привет, лесок, дай грибок. Повнимательнее. Ага, я вижу, ребята, одного уже вижу. Одного я вижу. Вы тоже, ребята, если что, подсказывайте. Вот, первого я нашел сразу. Но обычно здесь усеяно. Сейчас прогуляемся. Ну, необычно. Бывает, заходишь, что пусто. А бывает так, что 47 самый максимал здесь брал с этого небольшого бурика. Блин, он твердо, друзья. Вообще твердучий. Чистый, под корень немножко. Класс. Прохожу дальше. Еще один, ребята. Небольшой, не большенький. Такой что-то подозрительный. Шляпку-то заберем, наверное. Так, ладно, пока сюда. Идем дальше. 3, 4. Вот такой. 3. 4. К сожалению, он, наверное, да, не наверное, а точно не жилец. Блин, чистый, но очень много зеленки вот этой. Не будем брать. Ладно. Так, крутимся. Смотрим. На окраине еще одного нашел, ребята. На окраине. Вроде тверденький. Пока не режу. Вот там путик. Он заросший уже. Я вот все хочу его проведать. Как-то зимой надо будет на мотособаке пробиться. Куда она идет? Ага. Смотрите, братцы, спрятались
за елкой. Ну, к сожалению, не жильцы. Это точно нет. И этот, скорее всего, тоже. Так, хожено. Мягковатый. Мягковатый. Ну, я уже скажу, ребят, что не зря сюда приехал. Просто пройтись. Вот такие аппендициты бывают, кормят. Когда людей очень много в лесу. Массово. Особенно к выходным. Все же выезжают. Я чисто по аппендицитам бывает, только гуляю. Вижу, что там орут, ага. Там прошли. Ну, понятно, что все грибы не соберут. Все равно можно что-то найти. Пробежался по своим вот этим закоулкам. И довольный. Смотрите, кого нашел, друзья. Как ты его расхерачила, блин. Судьба. Веточки не дали. Ни хрена там ноженция. Ну, тут, мне кажется, и шляпка уже с землей все прикрыта. Да, не буду я его трогать. Пускай дорастает уже. Нога там, конечно, блин, килограмм. О, старая схема, ребят, работает. Ну, один стоит, значит, и рядом. Все так точно. Тоже что-то... А, ни хрена тут. Но у него, у того, ребят, что-то наподобие. Такая же нога. Вот у того. Просто его закрутило. Охренеть ноги, блин. Сейчас, если он будет чистый, это бы было просто вышка. Ну, вот этот большой, ребята, ползает. Чистый. Корневая чуть выше. Подчистую все. Просто я не знаю, что происходит, ребята. Но здесь вот выход был. Никто не заходил сюда. Что-то даже охотники не бродят. Вот здесь обычно вот так идешь вдоль болотины, подсвистываешь рябчика. Никто не лазил. Вон еще один. А вон там вроде. Опа! Смотрите, два малыша, ребята. И вот такой. Какой-то непонятный. Малыши пускай растут. Вон прям в пош-полосе выросли. Видите, ничего не помешало пустить дальше грибницу. Он как раз здесь и чистый. Блин, песочный, правда. А этих малышей не буду трогать. Толку от них нету. Кто-нибудь найдет. Вон, смотрите, друзья, какой Петрович стоит. Ну, от Петровича недалеко стоит и наш клиент. И наш клиент стоит. О, хороший. Походу хороший, ребята. Будет. Аж крепкий. Ну, по старой схеме. Вот еще малыш. Только-только выскочил сегодня. Офигеть, богатырь. Да. А вот еще один там, ребят.
Смотрите, видите? А, его кто-то ел, кстати, смотрите. Видите, белка или кто-то ел. Вот. По хрумкам вода ставлю. Доедай уже. Живет, наверное, здесь. Или барандучок. О, какой брат стоит, блин. Красавчик. О. Ну, наверное, что, по старой схеме. Корневая, наверное, хлам. А по шляпку чисто. Могу разрезать, показать. Чтобы не подумали, что тут я понабрал. Что могу сказать, ребята? Начинается. Это уже понятно. Вот, пожалуйста, еще один. Переростки. Начинается в колхозе утро, так скажем, по белым грибам. Я зацеплю денек. Словой зацепим. Ну а потом в лес, в тайгу. Ну, в принципе, мы будем стоять на месте. И там, ну, как бы тоже можно немножко грибов собрать. Чисто на поесть. Чисто на поесть соберем там относительно. Потому что Володя, я сказал, рыбалку не обещаю суперскую. Сам понимаешь, говорю. Он говорит, да не, Андрюха, говорит, я, говорит, просто хочу, говорит, с тобой побыть, подвигаться. Так что как-то так. Ладно, выхожу, ребята. Что, я накосил ведро-то. Чисто шляпок. В общем, такой расклад, братцы. Ну что, получается, в аппендиците я добил ведро. Вот у меня результат. Хорошие белые. Там без ножек, там половину. Ну, шляпки хорошие. Дождь пошел. Соответственно, вот на тот борик наверх, который ехать, ну, не вижу смысла. Ну, найду я там 5-6 по-любому. Ну, вот этого не изменится, ребят. Короб я не набью. Промокну только весь. Соответственно, как бы на жареху я здесь вполне хорошо сегодня отрыбачил, так скажем. Пью кофе и уезжаю. Не буду тратить времени. Вот как-то так. Так что хорошая охота получилась, ребят, тихая. Начинается все. Поеду бороду брить. Тут весь дорос, блин. Ладно, ребятки, давайте, всем хорошего. Удачи, здоровья. Ну и берегите себя. Пока.